Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Популяризация и поддержка предпринимательства, создание положительного образа бизнесмена – одна из главных задач реализации национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса. О том, как нацпроект реализуется в Якутии, какие новые меры поддержки заработали в республике, мы поговорим сегодня с гостем в студии. Это генеральный директор бизнес-школы Наталья Харенко. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Иван, добрый день. На каком этапе на сегодняшний день реализация национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и насколько востребованы и популярны те меры, которые в рамках этого проекта реализуются? Прежде всего хочу сказать, что это инициатива главы нашего государства и реализуются нацпроекты по всем регионам Российской Федерации. Это во многом позволяет нам сравнить один регион с другим, выбиться вперед, лидерские позиции занять. То есть мы воспринимаем эту инициативу главы как шанс для многих регионов, в частности для нашего. Конечно, у нас реализуются уже вовсю национальные проекты, предусмотрено очень большое количество всевозможных, очень важных мероприятий для предпринимателей и самое главное для физических лиц, для людей, которые ими еще не стали, но в результате реализации национального проекта могут ими стать. То есть, по большому счету, я для себя воспринимаю эту инициативу главы нашего государства как возможность, как инициативу возможностей для каждого россиянина. Сейчас уже проводится целый ряд мероприятий для молодежи, для школьников. Это запланированы открытые уроки, запланированы встречи с успешными предпринимателями. Действительно, чтобы популяризировать образ предпринимателя, нужно показать очень хороший, яркий пример уже сложившегося бизнеса, и мы это делаем, мы устраиваем такие вещи. Кроме этого, для действующего бизнеса целая череда всевозможных полезностей, как мы их говорим. Это семинары, образовательные программы, образовательные треки. Все это будет, и уже мы начали подготовку, уже начали проведение подобных вещей. И, конечно, мы рассчитываем на то, что у нас каждый житель республики сможет для себя ответить на очень важный вопрос. Есть ли у меня предпринимательские компетентности, способен ли я в перспективе заниматься бизнесом. Потому что мы-то с вами понимаем, что с каждым годом количество людей, которые работают по найму, сокращается, а количество людей, которые могут назначить себя генеральным директором, стать работодателем, оно увеличивается. Поэтому вот этот тренд, это вызов времени, на который, конечно, мы должны все реагировать. А с помощью каких инструментов человек сможет эти вопросы сам себе задать? Готов ли он стать предпринимателем? Да, мы в плане реализации нацпроекта по популяризации предпринимательства мы подготовили очень интересный, несложный тест. Он не занимает большого количества времени. Мы его запустили уже, он в открытом доступе находится на всех сайтах, и на сайте бизнес-школы, и в ближайшее время будет на портале малого и среднего предпринимательства, портал b14.ru, где просто одним кликом можно зайти, пройти этот тест, и тебе на электронную почту через какое-то время приходит ответ уже с конкретным резюме, с конкретными шагами, которые нужно предпринять для того, чтобы ты смог двигаться вперед в данном выбранном тобой направлении. Поэтому неплохая инициатива, мы попробуем это сделать доступным для каждого жителя республики. Вы отметили, что в рамках реализации проекта проводится очень много мероприятий. Поподробнее, какие мероприятия запланированы на этот год для предпринимателей существующих и для тех, кто ими мечтает или еще, может, не мечтает? Вообще, этот год для нас является таким очень знаковым. У нас проводится такое мероприятие, которого не было никогда. Это долгосрочная программа, рассчитанная на предпринимателей, на действующий бизнес, на тех, кто собирается ими стать, и уникальная группа 45+. Те люди, которые либо находятся в предпенсионном возрасте, либо те люди, которые уже уволены в запас, например, из вооруженных сил. Да. Это акселерационная программа Fast Force, быстрый рост. Мы занимаемся с этими людьми, набор очень сложный, тоже по тестированию, по выявлению уровня мотивированности. И те первые 60 человек, которые попали в эту программу акселерационную, они уже выпустились, они защитили дипломы профессиональной переподготовки по направлению управления малым предприятием. Первый выпуск уже состоялся. И даже сейчас уже можно сказать о том, что достаточно неплохие результаты, эффективность программы доказана. Можно сказать по большому счету, что каждый четвертый уже стал субъектом малого и среднего предпринимательства из числа тех, кто ими не был в момент зачисления на эту программу.
И в настоящее время мы сделали второй набор Министерства предпринимательства, и здесь уже направление туризм. То есть выделена та отрасль, которая является наиболее приоритетной. Мы понимаем, что такие ресурсы, как у Якутии, они достойны того, чтобы их продвигали на мировом уровне. Поэтому вот сейчас в настоящее время ведется обучение по акселерационной программе «Туризм». Там тоже порядка 50 человек обучается. Причем это не просто академические занятия в классе. Но и практика, естественно. Это абсолютно точно практика. То есть у наших студентов есть возможность пройти практику на базе действующих предпринимателей. У них есть возможность принять участие в слете, выехав, например, на какую-то очень важную для всей республики территорию, требующую развития. Мы такой слет проводили на Еланке. То есть группа туристов, либо потенциальных туристов выезжает туда, наших учеников, и мы не только проводим там всевозможные квесты, игры и активности, да, но и думаем, как развить данную территорию. То есть была организована именно там, на Еланке, выездная сессия министра нашего Ирины Сергеевны Высоких, была организована встреча с местным населением, была организована встреча с ямщиками, которые точно знают, являются патриотами и точно знают, что им необходимо для того, чтобы Еланка развивалась как объект туристического притяжения туристов извне Республики Саха-Якутия. То есть вот такая программа есть, она будет закончена ко дню туризма, это 27 сентября, и мы планируем, что эффект будет тоже такой же, как от первого акселератора, то есть люди сделают шаг вперед к своей мечте, они организуют свой бизнес и будут успешными. Ну и еще одно знаковое мероприятие этого года – это форум. Я вот не случайно принесла проект программы форума, видите, какой он увесистый, солидный, да, чтобы вы посмотрели. Мы готовим сейчас, мы его разрабатываем, в министерстве кипит работа, очень креативно подходим к этому процессу. В каждом отделе мозговые штурмы проводятся, мы делаем опросы, выявляем потребности населения и хотим сделать так, чтобы этот форум был не галочным мероприятием, а действительно был полезным для каждого жителя республики, потому что нацпроект, он должен дойти до каждого. Поэтому очень много активностей запланировано. Примерные сроки 18-20 сентября. Пользуясь возможностью, конечно, приглашаю всех и каждого. И надеемся на то, что если уж не на пленарную часть этого форума, то на те активности, которые будут проводиться в городе, сможет попасть каждый. Ну вот что касается именно этого форума, есть ли какие-то интересные мероприятия, которые в рамках него будут проходить, ключевые, знаковые и самые, скажем так, ну, на которые обязательно нужно попасть каждому? Ну, прежде всего, у нас знаковое мероприятие, важное для республики, это то, что у нас открывается центр «Мой бизнес». Эта тенденция по всей России проходит. Будет торжественное открытие офиса в бизнес-центре в городе Якутске. Вот чем хорош этот проект? Он хорош тем, что он позволяет каждому человеку, кто хочет сделать первые шаги в бизнесе, точно знать, куда нужно обратиться. То есть это одно окно. И в этом одном окне будут представлены все абсолютно услуги, которые может получить человек, занимаясь бизнесом. И образовательные, и консультационные, и лизинговые, ну, любые абсолютно, и финансовую поддержку, имущественную. То есть он узнает абсолютно все, что ему может быть предложено государством, и именно для него будет разработан определенный маршрутизатор, по которому он сможет получить те или иные меры господдержки. То есть у нас есть профессиональные консультанты, которые помогут человеку сделать вот эти самые первые шаги, вход сделать в бизнес. Это вот я считаю очень важным событием, которое происходит у нас. Услуги этого центра «Мой бизнес» будут бесплатными? Конечно, конечно. Это все на уровне государства делается, это все делается для того, чтобы человеку было комфортно входить. Первые шаги, они же самые сложные, не только в бизнесе, но и в жизни. Да? И, конечно, еще одно мероприятие – это приезды, например, гостей из-за пределов республики. Мы тоже пошли по пути не привоз очень больших, именитых гостей. Мы пошли по пути полезности, что называется. Да? В нашу республику впервые, мы надеемся, что у нас получится этот проект, может приехать очень важный для нас человек, это Дмитрий Богданов, это представитель фонда поддержки социальных проектов. То есть вот сейчас как таковое социальное предпринимательство, оно на гребне волны. У нас очень много инициативных людей, которые ведут социальный бизнес, либо НКО, которые реализуют социальные проекты. И вот наш гость точно знает, как монетизировать
тот или иной социальный проект, сделать его полезным не только людям, но и тому человеку, который его реализует. Если нам удастся пригласить этого очень важного, статусного для нас человека, то я думаю, что выиграет любой, каждый, кто занимается бизнесом. И еще один момент. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся задумка проведения открытых мероприятий во время форума. То есть форум – это нечто объединяющее, поэтому мы рассчитываем на то, что найдем самую проходимую точку в городе Якутске, это будет одна из площадей наверняка, где каждый житель, физическое лицо, а не обязательно предприниматель, сможет, во-первых, пройти то самое тестирование и узнать способности своих к бизнесу, а во-вторых, он увидит потенциал, который мы готовы представить. Будут представлены выставки, ярмарки, продажи резидентов бизнес-инкубаторов, взрослых, муниципальных. То есть 18 муниципальных улусов имеют свои бизнес-инкубаторы, в которых находятся резиденты, которые производят какую-либо продукцию. Мы покажем горожанам города Якутска все, что они сделали. То есть их потенциал будет доступен для каждого. И кроме этого, тоже ноу-хау, мы поставим резидентов школьных бизнес-инкубаторов. Такая инициатива есть только в нашей республике, поэтому мы бы хотели, чтобы об этом проекте узнали все. Ну вот именно о школьных бизнес-инкубаторах чуть подробнее, потому что это очень важный пласт, связанный именно с социальным предпринимательством. Что это будет, о чем это будет? Ну, вообще, надо сказать, что этот проект родился несколько лет назад, задумка его была. Мы подумали о том, что переучивать всегда сложнее, чем учить. Поэтому формировать ментальность человека, не готовить его к наемному труду, а готовить его быть работодателем, нужно начинать со школы. Поэтому вот этот проект был запущен двумя министерствами. Год консолидации очень символичный, это согласитесь. Министерство предпринимательства и образования по договоренности друг с другом решили, что этот проект может быть полезен всем. И запустили раннее обучение предпринимательства. У нас более чем в 50% школах старшеклассники изучают предмет предпринимательства. Это дало возможность детям попробовать сделать первые шаги в бизнесе, еще будучи учениками общеобразовательных школ. Для этого мы обучили тьюторов из числа педагогов. У них создалась определенная среда, определенное взаимодействие с директором школы, который выступает теперь уже партнером и за небольшую цену, например, предлагает оборудование в аренду для этого ребенка. Все по-настоящему, то есть моделируется ситуация ведения действительно бизнеса. Вот сейчас уже можно сказать, что более 3000 детей вовлечено в этот проект. Они являются резидентами бизнес-инкубаторов, разбросанным по территории всей республики. Количество таких школ растет с каждым годом. А для этого не надо ничего строить. У нас, вы знаете, школы очень красивые, школы-дворцы. И зачастую со второй половины дня некоторые кабинеты могут пустовать. И мы решили дать возможность детям открыть там свои офисы. То есть там, где это возможно, там, где есть хорошая материальная техническая база, хорошее оборудование у школ, а оно сейчас практически везде хорошее, благодаря тем же нацпроектам, ну и приоритету в образовании, у нас такой шанс появился. Поэтому, я думаю, во время форума мы как раз расскажем об этом проекте более подробно и покажем уже первые достижения резидентов школьных бизнес-инкубаторов, которые являются уже зарегистрированными предпринимателями. Мы-то с вами знаем, что достигнув 14-летнего возраста, каждый гражданин Российской Федерации с согласия родителей может это сделать. Наталья Альбертовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в работе, а вашим подопечным, скажем так, успехов в бизнесе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На поддержке предпринимательства мы говорили сегодня с генеральным директором бизнес-школы Натальей Харенко. До встречи в эфире.